Андрей, а откуда вы вот сами? Вот Я в Бурятии. Бурятия тоже. Корни питерские у меня. Ага. Мама по комсомольской путевке приехала строить бар. Там и осталась. Уже навсегда. Я там родился. Всем здравия. Завтра иду через Барабинск. Когда уже выяснили, уже было. Ясен путь, и истина, и жизнь. Так сказать? Да. На своем сказал. Как на своем сказал, так и вы должны говорить христиане. А не используя язык тех, кого вы считали язычниками, кого уничтожали на протяжении тысячелетий. Надо было стоять на своем, да? Вот он стоял на своем. Я когда слышу, Там допустим, ты меня стоял, когда слышу, что вот вы со своей религией, значит, вы всем навязываете. Я знаю, что я этого не делал никогда. Все знают якутского шамана, все наслышаны. Александр Габышев, который провозгласил, что он идет на Москву. И, ну как сказать, властям это не понравилось. Очень сильно. А что такого, в принципе, да, вот подумать, что идет там шаман идет, или там, может быть, еще кто-то вышел, там, индус какой-нибудь вышел, там, какая разница, в принципе. Ну пусть идет, пусть молится, но если они себя уверенно чувствуют, да. Но это показывает недееспособность системы, нежизнеспособность. Они всего боятся, они суеверны. Тоже не в этом, они телеги боятся, они вас боятся. Ага. Они простого народа боятся. Поэтому Пока мы ходим под дудочку какого-нибудь политического лидера, мы для них безопасны. А когда тут народ поднимет голову, действительно сам народ. Здесь нет призывов к какому-то свержению. Нам не нужен повтор 17-го года, мы только потеряем. Там кумачом это знамя, оно чьей кровью-то оно окрашено. Нашей с вами. Это была братоубийственная. Нам нужен другой выход. Есть умные, есть умы. Они пусть этим занимаются. Мое дело сейчас идти. Я так понимаю, Не бросать. Да все, А это самое, уходим. может быть, представляешь момент, как ты вот остановился маленько, и потом напрягся, раз, взял тебя бы, пошел вот этот момент. Если послушать, что говорит народ, что говорят люди, и послушать, что говорят по телевизору, это совершенно разные вещи. Абсолютно. Я здесь пока стоял, ко мне уже подошел охранник, уже остановилось 3-4 машины. Никому И не этим тоже эта система очень хорошо пользуется. Вот это наша, нам нужен вожак. бесхребетность. Это не бесхребетность, это все плоды работы этой самой системы. Столько этого всего вливается, эти пустые лидеры какие-то. Ну, до меня нет, я говорю, у меня нет политических пристрастий как таковых. Когда-то были, я анархист по убеждениям был. Сейчас я безликий, бесполый. Потому что народ имеет право волеизъявляться. Я поддерживаю всех, кроме ЛГБТшников и националистов. Все. Потому что ЛГБТшники и нацики это бесы. А любой другой человек обязан волеизъявляться, обязан участвовать в жизни страны. Это прямая его обязанность. На разъезде вот из Новосибирска свернул, чтобы пройти через наш также населенный пункт. Но путь его на Москву. Не боится выступать с флагом при апатии, при полной апатии, при безверии
Ну, или там у нас что, православие, да? А в общем-то, все говорят, никакой веры не осталось. У него есть вера, у него есть мужество. И все говорят, эх, было бы таких побольше людей. Но, как говорится, чем богаты, тем рады. И сейчас вот Александра нету, да? Где он сейчас находится? Его скоро отпустят. Пока его держат в психоневрологическом диспансере города Якутска. Также заведено уголовное дело по экстремизму. Вы соратник, да? Я шел вместе с ним. Шел вместе с ним. Ну, как и многие, нас было много, нас там количество постоянно варьировалось. Ну, то есть 20-30 человек постоянно шло, вот уже крайне перед. И в момент задержания я там присутствовал. Это было не задержание, это было похищение. Согласен. 4:30 утра, без каких-либо предъявлений, чего-либо. Ну, то есть велась оперативная съемка. Виктор Алексеевич Егоров там пытался что-то, как бы, ну, он самый опытный в этих делах. Пытался что-то спросить, узнать. Отец, подожди. Ну так. Никто ничего не объяснил. Самое главное, что они сделали. Они пригнали специально «Газель» с чистым салоном, без сидений. Под телегу. Они телеги боятся. Они боятся вас. Они боятся простого народа. Боятся нашего волеизъявления. Едва-едва успеваю. Да ничего, давай, нормально, я прибавлю скорости. Быстрее в Москву приедем. Хорошо, Андрей, а вот ты вот его соратник, как ты здесь оказался сейчас в Баратинске? Я в Москву иду. Я продолжаю путь Александра Габышева. Каждый обязан сохранить свою культуру и веру. Не должен, а обязан. Никто не должен никому указывать, как молиться, во что верить. Или уезжаете из этой страны, или умираете здесь. Ну, уезжайте, мы там не нужны никому. Это понятно. Они свой лимит набрали. Силиконовая долина, все прочее. Сейчас они мозгов себе набрали. А простых работяг у них там, посмотрите, сколько беженцев там и прочего. Нам нужно тоже в первую очередь трудоустроить своих, уж сколько там работающих, да, процентом пенсионеры, дети, там, инвалиды, да, сколько у нас работающего населения. И у нас 70%, сколько у нас процентов безработицы? Неужели мы не сможем на нашей территории всех трудоустроить? Сможем. Естественно, должна пройти грамотная расприватизация всех гособъектов. Андрей, ну мне очень нравится то, что вы делаете. Мне очень нравится, что вы продолжаете этот путь, хотя бы даже и без Александра, да? Вот. Всему свое время. Мне кажется, надо... Сейчас главное, чтобы его выпустили из дурки. Он восстановил свое здоровье. Дальше он решит. Дело уже не в нем, он запустил проблему. Телега катится, обряд идет. Я не смогу, я уверен, я хочу быть уверенным, что придет другой. Ну, поддерживаю то, что вы делаете, прямо радостно. Есть надежда, теряет надежду. А нам остается только верить и надеяться, на одного Бога уповать. Это не Бог все сделал. Это мы сами все сделали. Утворили.